sarı künne, oyğolon sürür tebin gıyda. Orta turu baran doyduga, ağır sargı küsteriden atırar. Sir ayı sorağarar, doydu ayı, korsunların billerer. Sakaba oturdara, uğurlu kandan, eye, il, çegen bolu turgan, uyarların, muhtarın, körderellere. Sakavut senin noktaları onunla sporcu sengaretçiler video gehene. Sakavut Respublika'da bu olarak kickboxing'da K1 körünge profesyonellik kesileri karar olarak tuğunattan büyüğü ülke sportsmenlerge sütühileri bari kaygıra 90 ıdız dehene. Kas bilgi sportsmen belki görüştür onlar. Dineka öybül bolaşlarga erener onunca sportsmenlerge sıvıt dehen ve kıdan okudun eme kördörü kütken erene sanıbın. Onundan büyüğü ülke herken kesiler biten köröpüden sağlık bütünler судьялары da bilhindirebilir. Итак, судьи нашего соревнования. Главный судья Егоров Сергей Владимирович. Главный секретарь Тадыгнаев Гаврил Борисович. Судьи мастер спорта международного класса Ушканов Дмитрий. Мастер спорта международного класса Барашков Уюсхан. Лукин Семен. Иванов Николай. Мастер спорта Марков Иван. Попов Петр.
заслуженный тренер России Иванов Владимир, Винокуров Аял. И мы хотели бы поблагодарить наших официальных спонсоров за помощь в проведении сегодняшнего мероприятия. Генерального директора торгово-закупочной фирмы «Вива», мастер спорта России по кикбоксингу Винокурова Аяла Афанасьевича. Генерального директора салона кухни «Колизей» Слепцова Эдуарда Егоровича. Генерального директора магазина аудио, видео и бытовой техники «Пионер» Бурцева Аяла Семеновича. Начальник отдела КУП охрана, мастер спорта России по кикбоксингу Федорова Алексея Валентиновича. Генерального директора магазина автозапчастей «Авиагруппа» Иванова Андрея Ивановича. Генерального спонсора соревнований клуб «Капитан Морган». Также наших информационных спонсоров, директора рекламно-информационной газеты ВДВ Левина Леонида Ирмовича и директора рекламного отдела телеканала СТС Якутск Петра Петровича Цыбандина. Дербеги спонсордыр доқсын дыстығын білікте қайныры. Тойды қаманның кирсилері кейдер бейіға көмі боландар қамардылар. Онатон бүйігі үтелі үгебден сағалыбыт дыстығынан көрсеу қайын 6-10 киліға кирсили. Итак, предварительные бои в весе 60 килограммов. Начинаем программу профессиональных боев по версии К1. На ринг приглашается весовая категория до 60 килограмм. Дмитрий Федоров, Егу, Василий Акимов, Эльдебатор. Первую пару судит судейской бригады в составе рефери Дмитрий Ушканов, боковые Сафронов, Иванов, Винокуров. Рефери на ринге мастер спорта международного класса, чемпион мира по тайскому боксу среди профессионалов Дмитрий Ушканов. В синем углу ринга представитель спортивного клуба «Эльдебатор» Василий Акимов. В красном углу ринга представитель ЕГУ Дмитрий Федоров. Добрый вечер, дорогие любители спорта. Начинаются бои, которые проводятся в культурном центре ЯГУ города Якутска. Уважаемые зрители, по правилам профессионального кикбоксинга версии К1 стоящих нокдаунов не засчитывается. Нокдаун засчитывается только в том случае, если противник оказался на полу. По правилам К1 разрешаются все удары ногами, коленями, не разрешаются удары локтями и не разрешается борьба в клинче. Вот комментатор объяснил правила поединков. Предварительные бои проводятся по 3 раунда, 2 минуты. Полуфинальные бои будут проводиться по формуле боя 5 раундов по 2 минуты.
Закончился первый раунд. В красном углу ринга отдыхает представитель Якутского государственного университета Дмитрий Федоров. Ему 23 года. Представляет вид единоборства бокс и кикбоксинг. Финалист всероссийского турнира Александра Иванова в 2005 и 2006 году. Призер Алтайского края в городе Бийск. Тренируется под руководством Анатолия Афанасьева и Ирсана Колодезникова. Тут комментатор Владимир Иванов, заслуженный тренер России. Маленькая ошибка у него произошла. Призер Алтайского края. Призер Дмитрий Федоров является призером всероссийского турнира «Отпарено» в городе Бийске, который проводится в Алтайском крае. Оба опытных спортсмена. Дмитрий Федоров уже тренируется 5 лет, Василий Акимов 4 года. Василию 20 лет. Его сопернику 23. Но это ничего не значит в единоборствах. Как видите, они ведут бескомпромиссный бой, где возраст значения не имеет. Формула боя, предварительный боек, 3 раунда, по Вот, 2 минуты. удачно получилась комбинация Василия правой ногой. Как видим, Дмитрий Федоров является левшой и боксирует левосторонней стойкой. Василий поэтому пытается использовать это, поджимает и пытается ударить сильной правой рукой или правой ногой. Вот. Это удар правой рукой в корпус, правый лоу. Оба бойца проводят первые поединки в профессиональном кикбоксинге. Видно, что Василий хочет выиграть досрочно и бросается с ударом вправо. В синем углу ринга отдыхает представитель спортивного клуба «Элли Балтур» Василий Акимов. Ему 20 лет. Представляет единоборство кикбоксинг. Финалист международного турнира в городе Алтай в 2005 году. Чемпион всероссийского турнира в городе Владивосток. Призер всероссийского турнира имени Александра Иванова в 2005 и 2007 годах. Тренируется под руководством Алексеева. Тут говорится, что у Василия Акимова один тренер, Андрей Алексеев. Он также тренируется под руководством тренеров Сергея Хлопкова, который будет выступать в этом вечере. Также под руководством Сергея Егорова. Профессиональный кикбоксинг отличается от любительского тем, что, как видите, амуниция спортсменов сводится к минимуму. Это паховый бандаж, перчатки, щитков нет, шлема нет. И также длительности поединка. Это предварительный поединок. Также тот, кто выиграет в этом бое, будет участвовать в полуфинале.
Василий Акимов пытается вести бой и работать первым номером. Все время идет вперед. И это его этот его стиль уже Дмитрий прочитал. Он пытается выдернуть его и встретить. Как видите, иногда это ему не удается. Также Дмитрий участвует в боях по боксу. Но видно, что больше старается работать руками. Все, поединок закончился. Сейчас ждем решения судей. К выходу на ринг готовится вторая пара. Денис Донзанов, Элли Батур, Михаил Акаютов, Вейкру. В этом бою судейская бригада объявляет счет. Сафронов, судья Сафронов, счет 30-27 в пользу Акимова. Судья Иванов, 28-29 в пользу Федорова. Судья Винокуров, 29-28 в пользу Акимова. Как видим, в этом бою выиграл Василий Акимов, который будет встречаться с победителем следующей пары. Судейская бригада в том же составе. На ринг приглашается вторая пара весовой категории до 60 кг. Денис Донзанов, спортивный клуб «Элли Батур», Михаил Акаютов, спортивный клуб «Вейкру». Второй предварительный бой, 260 килограмм. Денис Донзанов, Михаил Акаютов. В синем углу ринга представитель спортивного клуба «Вейкру» Михаил Акаютов. Дорогие любители, начинается второй предварительный бой, 260 килограмм. В красном углу ринга представитель спортивного клуба «Элли Батур» Денис Донзанов. Кикбоксинг. История кикбоксинга началась в 1974 году, когда такие великие спортсмены, как Чак Норрис, Билл Уоллес, Бенджамин Уркидес, придумали полноконтактное карате. Вначале этот вид спорта назывался фулл-контакт карате. Потом, впоследствии, он стал называться кикбоксингом. Сейчас существует несколько профессиональных версий в кикбоксинге. И, конечно, самая сильная считается это Вака Про. Так же, как и в любительском кикбоксинге, Вака является сильнейшей версией. Как видим, ребята начали бой без разведки, сразу стремясь перехватить инициативу друг у друга.
более высокий Акаютов старается держать Донзанова на дистанции. Иногда это ему удается, иногда он встречными ударами застает врасплох Дениса. Закончился первый раунд. Сейчас будет представление спортсменов. В красном углу ринга отдыхает представитель спортивного клуба «Эльбатор» Денис Донзанов. Ему 23 года. На любительском ринге провел Денис Донзанов 40 боев. Из них 37 одержал победу. На профессиональном ринге провел 2 боя. Из них в одном одержал победу. Чемпион города. Бойцы, которые выступают не только в кикбоксе, также в тайском боксе и в боксе. Алексеева, Егорова. Второй раунд также начался в бескомпромиссном борьбе, где никто никому не хочет уступать. Также по версии К1 разрешены захваты как ног, так и головы. Как видим, Михаил Акаютов может работать не только на дальней дистанции, но также и на ближней, работая в основном коленями. Клуб Вейкру создался недавно, в котором тренируется Михаил, и возглавляет его мастер спорта международного класса Илья Афанасьевич Черкашин. Базируется он на базе Якутского государственной сельскохозяйственной академии. Да. Это тяжелый бой для обоих спортсменов. Судьям будет очень трудно определить в нем победителя. Никто не хочет уступать, никто не хочет отдавать инициативу. Как видим, у Донзанова более однообразный стиль ведения боя. Это ударить правой рукой, также потом добавить правый лоу-кик или правый ногой в корпус. В синем углу ринга отдыхает представитель спортивного клуба «Вейкру» Михаил Акаютов. Ему 21 год. Представитель единоборств Муай-Тай. На ринге провел 5 боев, из них в одном одержал победу. Бронзовый призер первого чемпионата Республики Саха-Якутия по тайскому боксу. Чемпион республиканского турнира Саски НС 2007 года. Тренируется под руководством
Михаила является также мастер спорта международного класса Барашков Уйсан. Что говорит об уровне подготовленности спортсмена. Как видим, он показывает разнообразную технику ведения боя. Но сейчас он пытался на захват. Данзанов пытается, как говорится, перерубить соперника, сломать сильными ударами в корпус и в голову. Как видим, это у него иногда получается. А когда человек хочет сильно ударить, у него получается не удар, как говорится, а тычок. Поэтому вроде сильные удары не дают должного эффекта. А вот комбинации Акаютова все время доходят до цели. Вот. Бэкфест, удар с разворота тыльной стороны руки. Очень коварный удар. Лоу-кик. Прошел у Данзанова. Все. Закончился бескомпромиссный бой между представителями спортклубов LA Bottom и Вейкру. Как видим, есть болельщики как с одной, так и с другой стороны. В этом бою по судейским запискам счет сложился. Судья Иванов 30-27 в пользу Акаютова. Судья Сафронов 30-28 в пользу Данзанова. Судья Винокуров 28-30 в пользу Акаютова. В этом упорном бою победу одержал представитель спортклуба Вейкру Михаил Акаютов. Он выходит в полуфинал против Василия Акимова. ФТБ, то есть Федерации тайского бокса Республики Саха-Якутия, Спиридон Борисов. С синего луринга представитель спортивного клуба LA Батур, Федерация тайского бокса Республики Саха-Якутия, Игорь Змладзе. Начался бой между Борисом Спиридоновым, Федерация тайского бокса, спортклуб Махсувал, также Игорем Змеладзе, Федерация тайского бокса, спортклуб LA Bottom. Это предварительный поединок, 3 раунда, который проводится по формуле боя 3 раунда, по 2 минуты. Победитель этого боя выходит на Константинова Михаила, который
предварительных поединках не участвует и отдыхает. Видим, что стили у обоих бойцов примерно одинаковые. Вот, видим, что Дзениладзе старается больше работать ногами, круговые удары. Получилась двойка у Дзениладзе. Как видим, он левша. И что создает определенные трудности при ведении боя с ним. Вот. Проходит удары лоу-кики с правой ноги, передней ногой у Дзениладзе. Очень трудно определить будет победителя в этом раунде, так как оба бойца провели его на высоком уровне. Красным углу ринга отдыхает представитель Федерации тайского бокса Республики Саха-Якутия Спиридон Борисов. Ему 23 года. Представитель вида единоборств Май-Тай. Чемпион республиканского турнира Саски МСЛ 2006 года. Серебряный призер Республики Саха-Якутия по Май-Тай 2007 года. Тренируется под руководством Ивана Решетникова. Мы видим, как советуют секунданты своему спортсмену больше работать правой рукой, также правой ногой, что против боксера левши очень эффективно. Вот, проходит справа лоу-кики, клинч в ближнем бою с ударами коленями. В республике профессиональные бои вот по этой версии проводятся впервые, но до этого профессиональные бои, конечно, проводились, как говорится, в другом масштабе и другой уровень. Первые профессиональные бои проводились еще в 94-м, 95-м годах. Тогда в них участвовали такие титулованные спортсмены, как Лапенти Макаров, Винокуров Егор, Василий Павлов, Виталий Шадрин. И в одно время футбольщик в республике профессиональный затих. Сейчас, как мы видим, он вызывает интерес не только у спортсменов, но также и у любителей спорта в целом. Финальные бои будут проводиться 15 декабря во Дворце спорта 50 лет Победы. В синем углу ринга отдыхает представитель Федерации тайского бокса, спортивный клуб Элли Батур Игорь Дзениладзе. Ему 23 года. Представитель Май-Тай.
чемпион Республиканского фестиваля боевых искусств 2006 года, чемпион города Алматы в 2004 году. Тренируется под руководством Уюсхана Барашкова Андрея Алексеева. Начался третий финальный раунд. Сейчас он все решит. Кто в этом бою будет боксировать в полуфинале с Михаилом Константиновым. У Дзеладзе более разнообразная техника. Он использует как удары руками, ногами, коленями. Также сочетает их эффектную и эффективную сторону. Вот доходит удар слева Дзеладзе. Очень равный поединок. И все решит, скорее всего, концовка в этом бою. Надеемся, что эта традиция станет постоянной и хотя бы раз в месяц будут проводиться профессиональные поединки. Не только по кикбоксингу, но также по муай-таю. И все предпосылки к этому налицо. Интерес зрителей, подготовленных спортсменов, также наличие спонсоров. Рефери данного поединка, мастер спорта международного класса, чемпион мира по муай-тай Дмитрий Бушканов. Наш прославленный боец сейчас на ринге в Выходу на ринг качестве готовится весовая рефери. категория до 67 килограмм. Максим Максимов, Горный Улус, Мичил Холодезников, Дейт Групп. Кто же выиграл в этом бою? В этом бою по судейским запискам счет сложился. Судья Марков 29-29, ничья. Судья Винокуров 29-29, ничья. Судья Сафронов 30-27 в пользу Борисова. Как видим, в этом бою выиграл Борисов. Он выходит в полуфинал. Смена судейской против Михаила бригады. Константинова. Рефери Николай Иванов. Боковые Попов, Барашков, Марков. Начинается поединки весовой категории до 67 килограмм. Видим атрибуты, все атрибуты профессионального кикбоксинга. Это красивые девушки. Представитель Горного Улуса Максим Максимов. В синем углу ринга представитель спортивного клуба Вейкро Мичил Холодезников.
Как видим, приехал представитель даже из Горного Улуса. Он будет боксировать против представителя спортклуба «Вейкру» Колодезникова Мичила. Это предварительный поединок в своей категории до 67 килограмм. Три раунда. Видим, что Колодезников более рослый, более мощный спортсмен. Я так думаю, что он будет диктовать условия в этом бою. Представитель спортклуба «Вейкру» видно, что занимается тайским боксом. У него более статичная стойка. Тогда как Максимов более динамичен в этом раунде, более активен. Напомню, что здесь разрешены удары руками, ногами, коленями, также захваты и работа коленями в клинче. Запрещены удары локтями, головой, удары в позвоночник, а также борьба в стойке. Закончился первый раунд. С красного луринга отдыхает представитель Горного Улуса Максим Максимов. Ему 17 лет. Представляет вид единоборства кикбоксинг. Призер Республики Саха-Якутия по тайскому боксу. Призер республиканского турнира по кикбоксингу Саски Энсели. Тренируется под